4 имитационных зоны для студентов-медиков: стационар, дневной стационар, центр сестринского ухода и домашний уход. В преддверии нового учебного года в Ухтинском медицинском колледже открылись мастерские в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Как теперь будет проходить практическая подготовка студентов, узнала Виктория Науменко. Вот, видите? Качественно отработать практические навыки. Для подготовки специалистов такой сферы, как медицина, это в буквальном смысле жизненно важный вопрос для их будущих пациентов. Закупленное в рамках нацпроекта и установленное в этих мастерских оборудование сделает процесс подготовки более быстрым и эффективным. Образовательный процесс – это комплекс, не только теория, которую прекрасно дают наши преподаватели в медицинских колледжах, которые находятся в Воркуте, в Ухте, в Сыктывкаре, а важная практическая часть, чтобы уже готовый студент пришел на работу, работать медсестрой, фельдшером, чтобы у него были уже компетенции, практические навыки. Это и делать уколы, выслушивать, различные медицинские манипуляции выполнять. Подготовка здесь будет идти по направлениям сестринское и лечебное дело. Для практических занятий оборудованы 4 имитационные зоны: стационар, дневной стационар, центр сестринского ухода и домашний уход. Мастерская оснащена всем необходимым оборудованием: современной медицинской мебелью, функциональными кроватями с электроприводом, предметами ухода, манекенами. В зависимости от зонирования помещения могут выполнять различные функции подготовки специалистов. Различные зоны, и, как видели, уже есть лечебная деятельность, это работа на ФАПе, это больше касается это фельдшера, и медицинский социальный уход в зависимости от зонирования и зоны, и оказания помощи в стационаре, в отделениях сестринского ухода, в зонах домашнего ухода для реабилитации пациентов. Разные задачи. Все, что входит в учебную программу подготовки медицинской сестры, оно позволяет здесь отточить эти навыки. Важно и то, что мастерские станут хорошим подспорьем подготовки и участия в чемпионатном движении WorldSkills. Реалистичные и даже говорящие манекены, оборудование как в настоящих медучреждениях – все это будет доступно для студентов еще до практики в больницах с реальными пациентами. Появились новые возможности, много стало, получается, манекенов. Раньше был манекена 2-3, и то они вот не говорили ничего, а сейчас можно и посмотреть и пульс, и давление, как работает, все, и намного легче, и ты будешь уже знать, как на человеке показывать. Я пришла на 2-й курс, все довольно выглядит впечатляюще, все красиво, и я думаю, что когда начнутся практики и подобные такие занятия, будет очень интересно и познавательно. Безумно рада новым изменениям нашего колледжа. Очень даже грустно, что последний год обучаюсь, стала максимально приближена к больнице. Это очень удобно, то есть мы в больницу будем выходить уже не в новое куда-то пространство, а будем абсолютно все это знать, уметь, и отрабатывать навыки стало намного лучше. Ухтинский медколледж стал 3-м учреждением среднего медицинского образования в республике, где открылись мастерские. Ранее подобные начали работу в Сыктывкаре и в Воркуте. В целом федеральный проект «Молодые профессионалы» и нацпроект образования действует в Республике Коми 3 года. И за это время при учреждениях среднего образования было открыто 33 мастерских. Как раз мастерские – это приближение к профессии. То есть это, в общем-то, профессия в современных реалиях. И все мастерские, независимо от того, вот это медицинский колледж, педагогический или какой-то технический техникум, они оснащаются с учетом тех требований, которые предъявляются к мастерским, то есть к профессии дальше. Очень важно, это облегчает и подготовку со стороны педагогов. И, конечно же, сами студенты, им интереснее, во-первых, учиться. Мы понимаем, что интерес к учению – это уже большое дело. Примечательно, что на открытии каждой мастерской при учебном заведении присутствуют и потенциальные работодатели выпускников. В Ухтинском медколледже это главврачи больницы поликлиник города. Кстати, по их пожеланиям, мастерские планируют сделать доступными и для уже работающих специалистов, чтобы не терять профессиональные навыки. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.